Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Они нам очень важны. Приветствую вас, мои дорогие друзья. В это никто не верил. Туркменская власть хочет обезопасить себя с помощью ЕС и США. Восточное партнерство с ЕС считает, что политическая элита Туркмении, по всей видимости, путем расширения сотрудничества с Евросоюзом и США пытается обезопасить свою систему власти, передает корреспондентия Регнум. По его мнению, прежде всего интеграция энергосистемы Туркмении в систему Евросоюза, а именно это и предполагается осуществить в рамках предлагаемых ЕС проектов, подрывает партнерские отношения Ашхабада с Тегераном, Пекином и Москвой. И дело здесь не только в том, хватит газа на всех или нет, но и в том, что все прекрасно понимают, основной целью проекта является максимальное наращивание влияния Запада на постсоветском пространстве. Причем не только экономического, но и политического и даже военного. Уход из региона России приведет к усилению позиций НАТО, что ставит под угрозу не только жизненные интересы стран-соседей региона, но и самих центральноазиатских государств, которые де-факто перестанут быть суверенными, превратившись в инструмент западной внешней политики, утверждает аналитик. По его словам, в обмен же предлагаются потоки инвестиций, которые, если учитывать экономическое положение внутри ЕС, рискуют так и остаться на словах. Более того, не преодолены противоречия между Туркменией и Азербайджаном по вопросу о разделе Каспия, нет решения по его статусу. Очевидно, Евросоюз намеревается торпедировать решение этой проблемы, однако реального взаимовыгодного выхода из сложившейся ситуации пока что не наблюдается, подчеркивает Таджиев. Эксперт обращает внимание на еще один момент. Политическая элита Туркмении, по всей видимости, путем расширения сотрудничества с Евросоюзом и США пытается обезопасить свою систему власти, которая не так уж и устойчива, как кажется на первый взгляд. Причина тому социальные и клановые противоречия внутри страны. Однако опыт Ближнего Востока и Северной Африки показывает, что даже сверхстабильные режимы не застрахованы от падения в любой момент. Причем основную роль в этом вопросе играет не степень и характер взаимодействия с Евросоюзом и Соединенными Штатами, а стратегическое положение и наличие энергоресурсов, резюмировал эксперт киргизского ИСАП.